Добрый вечер, дорогие телезрители! В эфире снова программа News on Air. И с вами я, Мария Кардашевская. А на повестке дня у нас сегодня главные события прошедших выходных. Международный день мам и день Олонхо. Ну что, давайте начнем. В последнее воскресенье ноября вся Россия отмечает праздник, который пробуждает в каждом из нас нежные чувства к самому важному человеку на свете – маме. И носит он такое простое название – День матери. Первым делом хочу поздравить всех женщин, которые носят гордое звание мамы, с их праздником. А музыкальное поздравление передаст юный солист вокальной студии «Апельсин» из города Неринги Артем Егоров. Тем временем доблестные офицеры госавтоинспекции Мегина Кангаласского улуса тоже поздравили мам. Они сделали молодым мамам очень важные и нужные подарки – детские удерживающие устройства для автомобиля. Замечательная идея. А в Якутске открылся первый на Дальнем Востоке банк грудного молока. Пока это индивидуальный банк, но в дальнейшем специалисты планируют открыть и донорский банк. Молодая мама из города Нерингри родила дочь 2 ноября. Им предстоит находиться в перинатальном центре еще некоторое время. Девушка считает, что открытие банка грудного молока очень важный и нужный шаг. Сцеживаюсь, кормлю дочку молоком своим. Считаю, что появление молочного банка, очень удобно для тех, если кто-то отлучается, можно оставить молоко и кормить таким образом ребенка. На каждом контейнере написано имя мамы и дата сцеживания. Так емкости не перепутаются, и каждый малыш получит молоко своей мамы. Молоко хранится в холодильнике до 24 часов, а при глубокой заморозке оно может храниться до 3 месяцев. В зависимости от температуры в холодильных устройствах, от температуры, например, при 5 градусах температуры или 30 градусах или глубокой заморозке, чем глубже заморозка, тем больше оттягивается хранение до 3 месяцев. И в течение 3 месяцев это молоко может при глубокой заморозке сохранять все питательные вещества, которые есть у молока. Республиканский перинатальный центр стал первооткрывателем в этом направлении на Дальнем Востоке. Врачи считают, что это послужит добрым примером. На мой взгляд, это уникальное явление, которое поможет всем нам сделать это направление глобальным и распространить его на всю страну. И, я думаю, должно послужить очень добрым примером всем перинатальным центрам, как можно эту довольно простую и дешевую технологию перенести, сделать ее рутиной. И перинатальный центр в этом смысле будет для нас теперь примером. Сейчас банк грудного молока индивидуальный. Каждый малыш получает молоко только своей мамы. Но врачи сходятся во мнении, что банк донорского грудного молока также необходим. Поэтому специалисты ведут работы в этом направлении, чтобы в будущем каждый нуждающийся малыш смог получать самое полезное, натуральное грудное молоко. Ну а мы переходим к новостям о декаде Олонхо, которая идет сейчас по всей республике. 25 ноября якутяне отмечают День Олонхо. В честь этого события в республике открылась декада Олонхо, и по всей Якутии идут грандиозные мероприятия. Начнем с самого милого. В Хангаласском улусе провели конкурс фоторабот «Мир Олонхо». Задачей конкурсантов было сфотографироваться в образе любимых героев народного эпоса. Первое место среди детей заняла фотография малышки Амелии. Она предстала в образе Туяры Мако. На фото ей 5 месяцев.
Еще одно замечательное видео, которым делятся пользователи соцсетей. Житель поселка Ильгай Самсон Гуляев любуется солнечной погодой и исполняет национальный вид пения народа Саха – тоюк. Причем делает он это мастерски, импровизируя на ходу. Қаллан күнде күн, қаллы бүтте. Гайдырагай, гайдырагай, күнім чағыл аннығар, тахыр жалыр тақсамын, бөлі әбәбір тиямын, қатысқалы аньям дуа, агагай, агагай, агагай. Сәтеннелер айдар бар, сурдураппын менняммен, сәтиленен кәлеммен, улу әбәбін туараммен, дойдо сербен булуағым, агайдыр агагай, агайдыр агагай. Тем временем в Якутске презентовали переиздание самого известного героического эпоса народа Саха «Джурулуер Нюргун Батур». Тираж составил 1500 экземпляров. Книги распределят по муниципальным библиотекам, школам и учреждениям культуры. И напоследок хочу рассказать о выставке, которая работает сейчас в историческом парке «Россия. Моя история». А называется она «Путь Олонхо длиною в век». Сама экспозиция состоит из двух частей. Первая часть представляет собой собрание предметов и документальных материалов, рассказывающих о значении Олонхо в культуре Якутии. А вторая часть состоит из лучших работ цифровых художников республики. Поглядим, каков был собою он, кто для подвигов был рожден, наверху высоких небес, прославленный в 3 мирах, славнейший среди людей светлого рода Аи, огромен он, как утес, грозен лик у него. Идея создания выставки пришла к Туяре Стручковой еще в 2020 году. За это время энтузиастка собрала вокруг себя единомышленников. В это сообщество вступили не только профессионалы, но и любители. Главной целью проекта стала популяризация якутской культуры и мифологии среди молодежи. Цель нашей мультимедийной выставки – это популяризация якутской мифологии, нашего богатого эпоса Олонхо на цифровом современном формате. И главное в этом мультимедийной выставке – это привлечение молодежи, школьников, чтобы в дальнейшем и это русло тоже развивалось и передавалось из поколения в поколение уже улучшенных форматах. Всего на конкурсный отбор было выставлено 68 работ. Для экспозиции было выбрано 27 из них. После отбора иллюстрации были обработаны, к ним были добавлены графические эффекты. Здесь образы героев удивительным образом трансформируются. Например, если здесь Анна Лахчин изображена в виде зрелой женщины в богатом якутском убранстве, то здесь она изображена в виде молодой березки, которая протягивает руки своим детям, людям. Один из участников конкурса Егор Неустроев. Он признается, что давно неравнодушен к героическому эпосу народа Саха. В детстве Егор просто любовался иллюстрациями к народному эпосу, а уже во взрослом возрасте стал серьезно заниматься рисованием. На конкурс он представил несколько своих старых работ и новую – битву Нюргун Батура со злодеем Готугутака. И именно она выиграла конкурсный отбор. Олонхо – это достояние республики Саха-Якутия. Так что каждый житель республики, по-моему, даже обязан знать даже поверхностно про Олонхо. А мы, как художники, с изобразительной точки хотели передать атмосферу Олонхо. Передача знаний для следующих поколений – важная часть жизни любого народа. Для народа Саха Олонхо – это древнейшее эпическое искусство и по праву занимает центральное место в системе фольклора. В историческом парке сейчас работают сразу 2 выставки, посвященные героическому эпосу Олонхо. На них представлено разнообразие материального и нематериального наследия народа Саха. Экспозицию можно посмотреть до 11 декабря. Тончайшая работа, неповторимое искусство народа Саха, которое передается из поколения в поколение. Эту выставку однозначно стоит увидеть.
И на этом у нас пока все. Спасибо, что были с нами. Больше новостей вы можете узнать на нашем телеграм-канале, ссылку на который видите на своих экранах. С вами была Мария Кардашевская. Увидимся в эфире.